Торжественное собрание в Министерстве обороны посвящено 31-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. Личный состав вооруженных сил страны встречает главнокомандующего республики Аслана Абжания. Указанная категория военнослужащих гражданского персонала приглашенная на торжественное собрание, посвященное 31-й годовщине победы в Отечественной народе Абхазии, собран первый заместитель министра обороны генерал-полковник Свиридов. 31 год назад на государственной границе по реке Ингур абхазские войска водрузили знамя победы, государственный флаг Республики Абхазия. За независимость и мирное небо над головой было отдано сотни жизней сынов и дочерей страны. Товарищи офицеры, для меня, как главнокомандующего вооруженными силами, большая честь в преддверии великого праздника Дня Победы и Независимости встретиться с вами, защитниками Родины. Прошел 31 год с того дня, как наши доблестные воины под командованием национального лидера Владислава Ардзинба освободили Абхазию от грузинских оккупантов. Многие из тех, кто сидит в этом зале, принимали участие в Отечественной войне, героически сражались за свободу родной земли. Вы по-прежнему в строю передаете свой опыт и знания молодому поколению. Ваш жизненный путь является ярким примером бескорыстного служения Отечеству. В канун Дня Победы в Отечественной войне мы обязаны вспомнить тех, кто отдал свои молодые жизни за свободу Абхазии. Мы преклоняем перед их светлой памятью свои головы. Бесконечно благодарны отцам и матерям, воспитавших бесстрашных героев. Товарищи офицеры, страна гордится вами, верными солдатами Родины. Вооруженные силы Абхазии совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняют рубежи нашего государства. Руководство страны делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения нашей армии, и в этом направлении работа будет продолжена. Дорогие друзья, искренне поздравляю вас с праздником, Днем Победы и Независимости. Желаю каждому военнослужащему крепкого здоровья, успехов и благополучия, мира и процветания нашим семьям. С праздником, дорогие друзья! На помощь абхазскому народу в тяжелые кровопролитные дни пришли добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России, Приднестровья, представителей зарубежных диаспор. Добровольцы первых дней войны, несмотря на чинимые им препятствия, прибывали к нам, чтобы вместе с нами, с нашим народом, отстоять свободу, независимость, государственность Абхазии. Решающий вклад в победу внес наш народ и его вооруженные силы. Светлую память храним мы о выдающихся сынах Абхазии, основоположника современного абхазского государства, главнокомандующего вооруженными силами, руководителя освободительной войны Владислава Григорьевича Ардзинба. Благодаря таланту, политике, твердости духа, ответственности за судьбу народа, ему удалось довести навязанную войну до победного конца. Мы бережно храним память о втором президенте Абхазии Сергея Васильевича Багапши, под руководством которого в 2008 году враг был изгнан в верхней части Кадурского ущелья. Два наших лидера сумели сделать все от них зависящее, чтобы вековая мечта абхазского народа осуществилась. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, генерал-майор, официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарик Купалба поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы. 31 год прошел со дня окончания войны. Но мы, я думаю, что присутствующие здесь и все население помнят те дни, когда начиналась Отечественная война народа Абхазии. Когда, как один, встали в ряды защитников, независимо от национальности, всех жителей Абхазии. Еще раз самого доброго вам. Также хочу передать вам большой привет от ваших коллег с Приднестровской Молдавской Республики. Судьба наша похожа. Там, как и здесь, в 1992 году также прошли боевые действия. Там такие же потери.
самого доброго счастья и благополучия. Указом президента Республики Абхазия полковники Вадим Кортава и Бжания удостоены очередного воинского звания генерал-майор. Главнокомандующий вооруженными силами полковник Кортава для поручения очередного воинского звания генерал-майор прибыл. Служу Республике Абхазия. Главнокомандующий полковник Бжания по случаю присвоения очередного воинского звания прибыл. Поздравляю. Очередное воинское звание майор указом министра обороны присвоено Беслану Габилая. Торжественное собрание, посвященное 31-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, завершилось праздничным концертом с участием артистов абхазской эстрады. Гугу Савардания, Сергей Каджая, Камила Джопо. Абхазское телевидение.